Испытано на себе. Всем привет, друзья! Это проект «Испытано на себе» на телеканале Якутия-24. И снова я, Руслан Ачиров. В эти дни в Якутске потеплело, холода отступили, 50-градусные. Сейчас уже на улице около 45 градусов, но сегодня в сюжете мы с вами посмотрим на людей, которые, несмотря даже на лютый мороз, когда столбик термометра опускается ниже 50 градусов, каждое утро субботнее бегают в парке. Итак, друзья, сегодня у нас в сюжете зимние бегуны. Как вы уже догадались, я нахожусь в парке культуры и отдыха города Якутска. Сегодня у нас зимнее холодное утро, суббота. И на термометре на моем уже закончилась шкала. Тут минус 50, 51 градус. По факту, по-моему, еще холоднее. Ну, в общем, зависит от района нашего города. Ну и сегодня я пришел сюда не зря. Сегодня мы с вами познакомимся с зимними бегунами. Расскажи про экипировки. Как одеваться? Давид, расскажите, для зимнего бега как нужно одеваться? Какие температуры? Ну, я бы не сказал, что так. У меня внутри, например, здесь термо, один слой внутри. И вот этот, штаны обычные, легкие. А внутри есть один фриз, термо и куртка. 3 слоя. А вот баф и шарфик, и капюшон. Стараюсь капюшон одевать, чтобы это лицо не мерзло. Поэтому у меня лицо всегда открыто, когда бегаю. Вот капюшон это как бы этот естественно создает это защиту. Ясно. То есть балаклавы, что-то такое. А вот здесь есть, да? Вот баф. Баф. Такой легкий, резиновый. Ну когда там можно закрыть, и вот уши тоже закрывай. Очень удобно. Егор, по-моему, самый... Здравствуйте. Да, самый яркий. Самый модный, да? Егор, расскажи про свою экипировку для зимнего бега. Ну, у меня термобелье начинается, первый слой обязательный. Потом сейчас у меня лыжные штаны и лыжный комбинезон. А с верхней части, ну, комбинезон тоже и просто куртка, вроде как меховая, и вот уже этот комбинезон тоже лыжный. Маска знаменитая Дмитрия Волошина, и она с тепловым блоком, и как бы не чувствуется, что ты вышел из теплого помещения на улице. Это для тех, которые приезжают с теплых стран, чтобы не повредить свои дыхательные органы. Это самое то. А для нас не трудно дышать? есть чувство немножко гипоксии, когда ты начинаешь уже быстро бегать. А мы же бегаем в этом медленном темпе, поэтому хорошо бегается. Кроссовки, шиповки с Фушисетсу 2 и самосогревающими стельками. И комфортно бегается, тепло. Команда была создана сперва для соревнований по таежной дебри Якутии. Но позже мы начали готовиться к этому Аймаканскому международному экстремальному марафону. Из-за этого мы начали бегать по морозу. И со временем собрались более 10 человек, любителей экстрима, можно сказать. Вот и бегаем. Сегодня тоже самая холодная температура, по-моему, в этом году. 55-56 сейчас. Состоялось мое первое знакомство с зимними бегунами. Это был действительно один из самых холодных зимних дней этого года. Я, вдохновившись общением и выслушав все советы по экипировке, решил подобрать то, что есть у меня в наличии, и подготовиться к забегу, который должен был состояться через 1 неделю. Итак, я взял термобелье, нижний слой, средний слой, вот эта кофта, далее флисовая кофта, рукавицы, теплые штаны, демисезонный пуховичок, шапка, термоноски, легкие ботинки. Единственный вопрос у меня по маске. Я думаю, либо вот эта облегченная маска на лицо, либо вот эта тепловая маска с фильтром. Она очень теплая, но, скорее всего, в ней будет очень достаточно трудно дышать во время бега. Ну, завтра, в общем, посмотрим.
Ну что, друзья, тот день настал, когда я испытаю себя в беге на морозе. Сегодня минус 45 градусов в городе Якутске. Мы находимся в парке культуры отдыха. Сегодня суббота. Наши бегуны потихоньку собираются. Ну и, соответственно, что на мне? Я решил все-таки то, что я вам показывал, то и надел. Легкие ботинки, соответственно, двойные штаны, пуховичок. Внизу, так, сколько? 3, да, термобелье, средний слой и, соответственно, флисовая кофта. Здесь у меня рукавицы на руках, под ними перчатки. И решил выбрать эту маску, потому что в ней, я думаю, будет попроще дышать. Вот, ну что, сейчас мы пообщаемся с нашими бегунами, пока они собираются. Зимним бегом занимался где-то 2 года. До этого занимался в Дахсуне и манеже бегом. А так только для здоровья. То есть вы бегаете, ну, для себя? Для себя. А как долго занимаетесь бегом в целом? Бегом уже 6-й год занимаюсь. До этого здоровье стало барахлить. Вот, поэтому начал потихоньку. И вес слишком много набрал. 135 килограммов было, сбросил где-то 45 килограммов. Здорово, отличный результат. А есть у вас какие-то пожелания, ну или советы тем, кто хочет начать заниматься бегом, в том числе зимним? Ну, это... Главное, надо встать с постели и выйти на улицу. Это самое сложное. Самое сложное это. Человека сидят 2 человека. Один вообще лентяй, другой хочет заниматься в душе. Это В мечтах? В мечтах, ага. Вот поэтому надо побороть себя и выйти потихоньку. Главное, ноги есть, рука есть, потихоньку. Хоть 50 метров, хоть 100 метров, хоть... Ну, надо начинать для себя. Петр, нам сказали, что вы бегали в минус 60 градусов. Да, в Тактинском улице бега, село Томска. Там этой зимой было холодно. Минус 60 бега, 21 километр бега. Здорово. А есть какие-то определенные, может быть, техника дыхания или ну, какие-то советы именно в зимнем беге? Не знаю, ну надо одеться. Это, как говорится, ну, слой одеться, да? Как капуста. Ага. Одеться надо, да? И сразу надо вот бегать из теплого места зайти и переодеться. Сразу в теплую одежду. И чай с лимоном обязательно надо пить, чтобы не простудиться. А так, я просто так бегаю. Ага. Я уже вот 2-ю зиму бегаю на улице. 2-я зима. Вот бегать начал, когда вот начал худеть. Где-то 120 был. А сейчас? Сейчас 80. О, 40 килограмм. Ну, 40 килограмм сбросил бега. А потом вот Северный Балкан, там по Альмакане бегали здесь. В прошлом году. Там этот полумарафон был. Марафон был, да? Как самый холодный марафон, да? Вот там вот с друзьями познакомился. И вот все, я бегаю. А насколько периодичность? Каждый день, через день или Я раз в вот неделю бегаю на улице? каждый день, выходной отдыхаю. День по 7 километров бегаю. А выходные, например, вот сегодня должен отдыхать, да? Ну вот друзья это позвали. Завтра 10 километров буду бегать. Там с другом Затае, с Васей бегаю. Ну 10-12 выходные бегаю. Ну это у нас как длительный. А вот некоторые ребята по 21 километр бегают. Ну в этой зимой 21 километр бегал, самый длительную дистанцию, при минус 60 градусов. Чего себе? Сейчас нормально. Сейчас тепло? Сейчас тепло. Сейчас 45 градусов тепло. Это для нас тепло. Можете рассказать нам про, может быть, есть какая-то определенная техника дыхания во время бега? Как можно правильно дышать? Ну, я дышу и носом, и ртом. Как такого технику не соблюдаю. Вот так. У меня вот капюшон, поэтому лицо всегда теплое. Ну, с сильным морозом могу чуть-чуть прикрыть рот. А так, бегаю так обычно.
То есть, ну вот у меня был выбор, у меня вот эта маска, да, она более как бы свободная, да, для дыхания. Есть еще такая с фильтром тепловым. Я подумал, что в таком будет очень сложно дышать, поэтому решил выбрать эту. Правильно ли я сделал? Да, правильно. Мы в первые годы тоже в таком бегали. Но когда очень долго бежишь, например, где-то 50-20 километров, тогда они, конечно, начинают слишком запотевать и покрываться льдом. Ясно. А как долго вы бегаете именно зимой? Ну, зимой, С какого года имеется в виду? ну как начал бегать, так потихоньку зимой тоже бегал. С 17-го года, считай, с осени. Когда вы начинали, вы были один или у вас уже было определенное количество? Вы присоединились к какому-то движению? Я присоединился к движению «Союзспорт», беговой клуб. И поныне там я нахожусь как член клуба, и у нас есть команда своя «Северный Волк». Для первого раза, думаю, достаточно. Пробежал я километр 700, ну, 1,5 километра. Но я вам скажу, что это гораздо сложнее, чем просто бегать. Тем не менее, если вы все делаете периодично, то есть тренируетесь, и причем, как из разговора мы поняли, это можно делать не как спортсмены, да, конкретно, а просто для себя. Бег, он тем и хорош, что как бы каждый выбирает свой темп, и каждый выбирает все по своим возможностям. Испытано на себе. Испытано на себе. Гармин, да? Гармин Фарани 220. Самый лучший, Только наверное, для бега. Гармин. Ну, У меня тоже Гармин. ранний весер мне. Пульта Амбик 3. Сумку? Амбик 3. Кстати, у вас на телефоне, да? То есть вы телефон включаете? Он на страве бегает. Ага. А к чему привязан, да? Там пульс считает? Это пульт. Функциональный. А, функционер. Это фитнес-браслет. Браслет. Ну, лучше на грудной. На грудной он лучше считывает, да, информацию. Вы скидывали видео Ярослава Торговкина про термовизор, как снимали. Скажите, ну, для чего это было сделано и какие выводы были сделаны? Ну, Ярослав Торговкин здесь известный бегун, гуру зимнего бега, так сказать. У нас как старший брат, у него можно очень много опыта подчеркнуть. И он под кран здесь проводится, каждую субботу проводится, в прошлом году, по крайней мере. И он принес и заснял на термокамеру. Ну, это для строительных работ, где вот тепло выходит, и он просто для интереса снял
кто как экипирован, и было видно, кто как одет, и видно было, откуда тепло идет. Очень много по ногам шло. Где-то в 5-й точке очень все красное было, и все, некоторые рукавицы тонкие были, ну, где-то так видно. Поэтому я стараюсь одевать, чтобы это ветер не проходил, главное, и не выпускал тепло. Вы, как один из самых опытных бегунов зимних, можете, как никто другой, рассказать про зимнюю экипировку для бега? Ну, я лично минус 50 вот бегаю так. Вот, телефон, вот рукавицы, вот. Два обычных, 2 слоя рукавиц. Вот так бегаю, да? Капюшон и все. Шапка вот такая. С флисом, да? С флисом. Ага. Бах. Вместо холодовой маски очень удобно. Вот, вот видите, зазор есть. Дышать вот не мешает. И горячий воздух вот Циркулирует. Не мерзнет. Куртки вот обычная лыжная куртка. Вот, висят. Понимаешь, флисовая вот это. И внутри вот термобелье сейчас минус 50, я вот 2 слоя одеваю. Все. На одежде термобелье, На ногах. 2 термобелья. И вот это только, и все. То есть у вас даже пуха нет, ничего, вот Нет, это да. демисезонная куртка. Да, и все. Очень комфортно, вот не потеешь сильно, да и не мерзнешь. Минус 50 я так беру, вот вместо кроссовок вот обычные замшевые угли. Очень легкий, удобный. Вот это. Я так беру. И теплые. В 1 слой носок хватает. Могу хоть 2 часа, хоть 3 часа так беру. То есть, получается, терморегуляция идет тело, то есть оно Да. выделяет тепло. Вот это термобелье вот сюда вот на это впитывается. На верхний слой. И вот это не пускает холод и ветер. А это, получается, ветрозащита у вас больше. Да, только защищает тут, можно сказать так, от ветра. И все. Отлично. А насчет вот самого тепла вот человек, она, когда двигаешься, не холод, не видишь. Все очень просто. Да, действительно. Да. То есть я почему-то думал, что это какое-то там супер-пупер специальное, не знаю, там обмундирование нужно для зимнего бега. На самом деле, Все гениально, очень просто. да, спасибо вам огромное. Вот один из лайфхаков от зимних бегунов, соответственно, войлочная стелька. И это летние это кроссовки. Летняя. Это Он летние кроссовки бегает. термоноски. У него вот подошва буст. Это Не это замерзает. кортекс. Теплые, они мягкие. То есть Вот это это буст мягкий. даже зимой она не дубеет, да? Да, мягкий. Очень мягкий. Вот И такие надо не зимние скользкий. Не скользкий. Можно даже трейл бегать, можно зимой бегать по снегу. Ну, по льду лучше шипы, конечно. Ну, а эта фирма какая? Adidas. Adidas. Adidas Boost. Ага, запомнил. Тонкое термобелье, тонкий флис и вот курточка. Вот телефон так таскаем, чтобы не замерз. Ага. Вот и Точно. все. То есть, а вот это он как бы гидроизоляция идет, да? Да, Ага. в тепле находится, не замерзает. Отлично. К сожалению, мы готовились к Аймикону, но не получилось. А, точно, я Вот слышал, так должен вот, был да. быть марафон в Аймиконе. К этому готовились. Отменили, да? Да, Все экипировку испытывали. вот. Всю зиму испытывали. Потеплее. Вот у нас Петр бегал минус 65 было. Да, Я вот скажу, что вот надо это, эти коленники, это верблюжьи, вот для колена, надо колено вот от морозов Защищать. защищать. Да. Самое вот для бегунов колено и сердце. И вот эти штаны хорошие. Я в магазине штун брал, вот армейские. Они теплые, но это легкие. И у вас еще подвязано это, да? И Как у велосипедистов, можно сказать. чтобы холодный воздух сюда не заходил, я вот этим ремнями так привязываю. И вот это для лыжников, это прогрессия покупать, вот это хорошее, от ветра защищает. А, то есть у вас вот этот все-таки как бы не ветрозащита особо, Нет. да? Это для Ага, тепла, для а внутри, под ней уже идет. Это ветрозащита, это от тепла, и термобелье тоже, и футболка. Вот так я одеваюсь. Все? Здорово. Минус 60 так бегал.
И нормально, да? Внутри термобелье, потом это... Обувь в спортмастере покупал. Это фирма Мере. На минус 60 тоже бега. Хороший. Нормально. Резина не мерзнет. Это самое главное, наверное, да? Чтобы... Да, обувь надо. Подходящую найти. Вот мы всегда ищем обувь, хорошую обувь. Я хотел вот на Adidas Boost бегать. Ну, у них это амортизация хорошая. Протектор хороший. Ну, это мы вот на это от бега. Нормально. Ну, отличие моего это просто капюшон. Это испытанный было в Аймяконе. Тоже, да? Вот так. Одеваешь, и его не проходит. И лицо тоже бывает открыто. И обычная лыжная шапка. Чтобы это, как называется? Баф. Капюшон, чтобы держал. Да. Ага. И вот обычные куртки теплые. Лис. Чтобы это капюшоном, чтобы было рядом. Ага. И вот термо, еще 3 слоя одежды. То есть у вас, получается, к капюшону прилегает еще вот этот внутренняя часть, да? Это комплекс. А штаны тоже 2 слоя. Обычная термо и вот обычные зимние тонкие. Ага. А обувь, кроссовки, асиксы, шипами. Зимой на льду хорошо. Не проскальзывает. Ну, в принципе, для зимы, наверное, универсальная тема, потому что твердых покрытий особо нет. Ну, если бывает долго, где-то больше 2 часов, то одевая самогревы, которые вот наклеиваются на носки, и они держатся несколько часов. Не замерзает. Это типа как аккумуляторы тепла? Да. Вот наклейку отрываешь и наклеиваешь. И она... И как, насколько хорошо помогает? Ну, Аймякон я пробежался, и там уже 20 бежал. 4 часа 20 минут. И они теплые были нормально. Ноги не замерзли. Спортмастер продаются, если даже там стелька продаются, но стелька они бывают слишком горячие, ноги прямо сжигают. Прямо слишком горячие. Вот, ну что, друзья, можно даже отвлечься во время зимнего бега, поэтому, думаю, сегодняшние советы от зимних бегунов, которые постоянно зимой, каждую зиму бегают в парке при минус 50 градусах. Я думаю, эти советы будут очень полезны кому-то, поэтому я предлагаю, конечно, вступать в их команду, начинайте бегать не только в спортзалах, но и, конечно же, присоединяйтесь к зимнему бегу. Испытано на себе! Ну что, друзья, это был проект «Испытано на себе». С вами был Руслан Ачиров. Сегодня я испытал на себе зимний бег в парке. Паркран. Если вас заинтересовала эта информация, вы можете присоединиться к этому очень позитивному движению. Будьте в спорте, будьте здоровы. Спасибо и до новых встреч. Испытано на себе.